История Маинского лицея-гимназии началась в 2093 году. Сейчас лицей продолжает традиции физико-математического образования, реализует очень актуальное инженерно-технологическое направление. В лицее создается творческая среда для развития не только для учащихся, но и для педагогов. Молодые учителя вместе с наставниками участвуют в инновационных проектах, привнося свежие идеи и технологии, стремятся к профессиональному росту и мастерству. Одним из успешных проектов, получивших широкое распространение не только в республике, но и в России, является конкурс «Моя профессия IT» в формате «Хакатон». Педагоги лицея используют технологии «Хакатон» не только при разработке проектов, но и как образовательную технологию. С 2018 года мы познакомились впервые с форматом «Хакатон» в международных интеллектуальных играх. И данный формат мероприятия нам очень понравился. Впервые в истории республики муниципальный этап конкурса «Моя профессия IT» провели в Мегино-Кангаласском Алусе. Первые годы проведения муниципального этапа мы начали привлекать наших выпускников сначала в качестве спонсоров, судей и трекеров, которые выбрали будущую профессию в IT-сфере и, будучи студентами, работали уже в IT-компаниях. Мы начали приглашать их в качестве экспертов и трекеров. Наши выпускники не только оценивали работу участников, но и проводили обучающие мастер-классы, рассказывали про свой путь становления, делились со своими лайфхаками и рассказывали свои истории. Это было очень такой ценный опыт для участников. И будучи участниками, ребята уже ждали свой час, когда они будут приглашены уже в качестве экспертов. И вот в 2023 году конкурс «Моя профессия IT» стал уже всероссийского масштаба. Первый всероссийский финал прошел в городе Москва, в технопарке физтех лицея имени Капицы, где наш ЛУЗ и нашу республику представляла наша команда «Репрезент». Ребята очень достойно выступили, вошли в десятку лучших команд высшей лигу, заняли второе место, и наш менеджер Винокуров Ферсан стал победителем номинации «Лучший менеджер». Данное движение в этом же году вошло в список перечневых мероприятий, что дает баллы при поступлении. И вот сейчас мы можем с уверенностью сказать, что мы воспитываем достойное поколение, IT-поколение, IT-специалистов, которые будут востребованы специалистами, которые сделают, надеемся на то, что они сделают цифровой прорыв в своей республике и стране. Сеть школ первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева является площадкой для создания и внедрения инновационных образовательных технологий, направленных на повышение качества образования. Молодые педагоги, понимая данную миссию, участвуют в реализации сетевых программ углубленного уровня, приобщение обучающихся к научно-исследовательской деятельности, олимпиадному движению. Я окончила Маинский лицей в 2013 году, и после окончания магистратуры я вернулась в свой родной лицей и уже 7-й год работаю учителем математики. Учеба в лицее в углубленном формате сыграла очень большую роль. И именно тогда ко мне привились любовь к точным наукам, стремление к исследовательской деятельности, а также понимание того, как важно качественное образование. И именно этот опыт помогает мне сейчас в моей работе. Сегодня наш лицей активно развивается. Большая гордость – это успех учеников. В этом учебном году мой ученик набрал максимальный балл на ЕГЭ по математике. И это результат системной работы и заинтересованности ребят в предмете. Работать в родном лицее – это особая честь и ответственность. Здесь когда-то начинался мой путь, и теперь я стараюсь помогать новым поколениям лицеистов сделать свои шаги к будущему.
Я работаю учителем математики в Маянском лицее, а сама я окончила Маянскую общеобразовательную школу имени Владимира Петровича Ларионова в 2015 году, и, окончив магистратуру, я пришла работать в свое родное село. Основным направлением обучения является математика и физика. Вот наши ребята ежегодно показывают высокие результаты в различных олимпиадах, конкурсах и научно-практических конференциях. Ведущая роль поддержания и развития фундаментальных знаний обучающихся принадлежит молодым педагогам, которые не только преподают, но и постоянно совершенствуют свои знания. Чтобы быть в курсе современных методов преподавания, мы, молодые педагоги, участвуем в различных конкурсах. Я участвовала в муниципальном конкурсе «Молодой педагог» и стала победителем, и защитила честь своего улуса в региональном конкурсе и стала лауреатом. Я горжусь показателями своих выпускников по ЕГЭ, по профильной математике. Они показали высокие результаты по всему нашему Мегонокангаласскому улусу и поступили в вузы. Со дня основания в лицее и гимназии большое внимание уделяется физическому развитию и воспитанию навыков здорового образа жизни. Все учащиеся лицея охвачены работой школьного спортивного клуба «Дабан». Молодые учителя физической культуры продолжают традиции наставников, создают среду по повышению мотивации к занятиям физической культурой и спортом. Я закончил училище Олимпийского резерва в 2023 году, уехал служить в армию. Отслужив, я вернулся в свое село и начал работу по специальности в Маянском лицее учителем физической культуры. Маянский лицей имеет богатые традиции по физическому воспитанию. Учащиеся лицеисты не раз становились победителями, призерами муниципальных, республиканских и всероссийских соревнованиях. Мне, как молодому педагогу, было необходимо найти свой подход в организации уроков. В этом мне помогло систематическое занятие спортом, а также мои друзья, коллеги. Я считаю, что сейчас в школах очень мало молодых кадров, особенно учителей. Поэтому я призываю молодежь, выпускников школ, выбирайте профессию учителя. В воспитании гражданской позиции и чувства патриотизма большую роль играет деятельность школьного военно-спортивного клуба «Дохсун». Я являюсь учителем физической культуры и предмета основы безопасности и защиты Родины. Сам я являюсь выпускником Маянского лицея 2018 года. Еще со школьных времен мои учителя-наставники привили мне любовь к спорту и чувство патриотизма. В прошлом году мне посчастливилось стать членом педагогического коллектива Маянского лицея и работать вместе с моими учителями. Как учитель предмета основы безопасности и защиты Родины, вместе с моими коллегами мы реализуем проекты по патриотическому воспитанию. В нашем лицее работает военно-патриотический клуб «Дохсун». Она работает еще со времен гимназии. И система этой работы помогает мне, как молодому педагогу, организовывать военно-патриотическую работу. Я считаю свой предмет важным. Знания, полученные на уроках, важны для каждого гражданина. Они формируют ответственное отношение к собственной жизни и окружающему миру. В 2020 году в лицее открыт школьный технопарк «Сайдыс», на занятиях которого учащиеся получают практические навыки по аддитивным и лазерным технологиям, по программированию и медиа-журналистике. Выходом на новый уровень деятельности технопарка стало открытие школьного бизнес-инкубатора, как условие для развития предпринимательских навыков, инициативности и креативности. К данному проекту мы присоединились в 2022 году с миссией поддержать инновационные, технологические, социальные и предпринимательские проекты обучающихся, а также вести профориентационную работу. И с тех пор командой нашего лицея ведется целенаправленная работа по обучению, созданию и запуску собственных проектов, обучение по финансовой грамотности, обучение по работе с банками, а также ведем обучение по заработной плате со школьного возраста. Как мы все знаем, согласно федеральному закону о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, школьники при желании могут начать свой бизнес
с 14 лет с момента получения паспорта. Наш ученик 10 класса, который с прошлого года работает как самозанятый, и вместе со своей командой они сейчас создают и монетизируют проект «Традиционные мутовки». Мы их называем мутовки нового поколения. Эти мутовки ребята печатают на 3D-принтере из специального пластика по математическим расчетам. Далее, с 2022 года мы активно принимаем участие в кейс-чемпионате по экономике и предпринимательству, который проводится при поддержке Высшей школы экономики и финансово-экономического института Северо-Восточного федерального университета. В нашем лицее разрабатываются и запускаются очень много проектов. Например, ребята делают альтернативу к порошковому гипсу, печатают специальные гипсы-каркасы, это изготовление украшений, делают брелки, игрушки, атрибуты для сценических костюмов, нужные детали для разных предметов быта, продают свои стикеры, наклейки, снимают ролики, берут на заказ разработку сайтов для разных организаций, готовятся к разным конкурсам, к чемпионатам, фестивалям, научно-практическим конференциям. Поэтому хотим отметить, что данный проект «Школьный бизнес-инкубатор» — это возможность для новых достижений, открытий для обучающихся, помогают и способствуют лидерским качествам, развивают конкурентоспособность, мобильность, креативность, коммуникативность, а также, конечно, помогают взращивать уже готовых специалистов, ответственных людей для развития нашего улуса, нашей республики и нашей страны. Лицей – это особая атмосфера, где каждый ученик раскрывает свои таланты и находит свое предназначение. Совместная деятельность молодых и опытных педагогов, сочетание традиций и новых подходов в работе Маинского лицея ускоряют профессиональный рост каждого. Желаем, чтобы их примеры вдохновляли молодых людей к выбору профессии учителя и стать частью большой команды людей, вкладывающих сердце и душу в воспитание будущих поколений.